Темы импортозамещения. В Коми начали производить свою косметику. Говорят, не хуже заграничной. Ученые Коми научного центра создали свою линейку уходовых средств для северных красавиц. Кремы, маски и скрабы. Дарья Вологжанина о региональном прорыве в бьюти-индустрии. Осваивать 1001 совет, как стать французской красоткой, начинать не стоит. На смену парижанкам пришли крепкие телом и духом северные девушки. Натуральность, легкость и нордическая скромность – это все о них. Но дабы подчеркнуть красоту, северянкам тоже приходится приложить немало усилий. Все начинается с любви к себе, а это правильное питание и спорт. Мои клиенты, которые ко мне приходят, они изначально приходят для того, чтобы похудеть, но похудение – это как следствие. В первую очередь они меняются внутренне. Очень много девочек, которые начинают верить в себя, в то, что кроме похудения они могут еще что-то добиться в этой жизни. Начинают верить в себя, становятся целеустремленными, у них в жизни все меняется. Не менее важен и индивидуальный стиль. И для этого у нас есть собственное производство одежды. Открыла его сыктывкарка Оксана Аверкиева. В 2015 году девушка выиграла грант и отшила несколько вечерних платьев, которые разошлись за считанные дни. Я дизайнер по интерьерам. Я не швея, не конструктор, не модельер. Я идейный вдохновитель. И мне захотелось создавать ту одежду, в которых девушки будут чувствовать себя комфортно, уверенно, красиво. Начиналось все с кустарного производства. Модных дизайнеров в городе, да и во всей республике тогда не было. И вот сейчас бренд одежды Оксаны знают во всей стране. Все свои изделия девушка придумывает сама, отрисовывает их, подбирает ткани и фурнитуру. Купить платье сыктывкарского дизайнера можно теперь не только в столице Коми, но и на популярных маркетплейсах. Но красивому платью нужна достойная сумочка. И ее тоже шьют в Сыктывкаре. Свои первые изделия семья художников Рядновых изготовила в далеком 1998. Мой папа выявил тот момент, что будет куда прибыльнее, если мы будем делать сумки сами. Вот, это были 90-е годы. Постепенно с 97-98 года папа начал открывать подвальные помещения в жилых домах. Там у нас были первые швейные машинки, первые швеи, которые сидели в закромах. Вот, тоже получалась такая небольшая издельщина. Все красивые модели папа тоже придумал самостоятельно, либо брал актуальные на тот момент, на 90-е годы. Сейчас у семьи Рядновых целый цех по производству сумок. За день одна швея может изготовить 2-3 изделия. В основном берутся за оптовые заказы, но выполняют и индивидуальные. Любая модница может заказать такую сумку, которой не будет ни у кого, а эксклюзива придаст ручная роспись. Не каждый, мне кажется, в нашем маленьком городе будет ходить с росписью, мне кажется. Вот. Но если есть какие-то вот особые предпочтения, то с удовольствием расписать можно будет. Вот. Расписываем все что угодно. От абстракции до каких-то вот таких вот уже понятных мотивов, понятных моментов. А что люди больше всего заказывают? У меня в основном брали абстракцию. Вот, то есть какие-то, может быть, просто линии, там золото сверху или поталь, серебряная, золотая, много разных вариантов. Вот. А вот такие вот любит папа делать. Вот, то есть, это уже как картина такая полноценная. Вот такие вещи больше любят дамы в возрасте, дамы искусства, дамы какие-то такие приятные дамы. Очень люблю, когда они к нам приходят. И, конечно, важно ухаживать за собой. Красоте не помеха даже западные санкции, которые заставили изрядно поволноваться северных красоток. Но переживать не стоит. Коми, оказывается, богата не только косметикой с грядки. У нас производят уходовые средства – крема, тоники для лица, маски и скрабы. До санкций об этом многие даже и не знали. В основе всего микроскопические водоросли. В Коми их производят совместно со специалистами Института биологии Коми научного центра. Те микроводоросли, которые есть в косметике, в российской индустрии и за рубежом, они в основном это живая хлорелла. Мы же делаем здесь термостатированную хлореллу, то есть мы как бы разрушаем клеточку, и все питательные вещества, которые находятся в самой клетке, они выходят наружу. И считаем, что это более эффективно для кожи.
Только натуральные природные компоненты, подходящие для всех типов кожи, и запатентованная технология – секрет успеха местного производителя уходовой косметики. В планах увеличение линейки товаров, запуск производства пенки, мыла и шампуней. Кстати, мода на натуральную и органическую косметику пошла из Скандинавии. Финляндия – передовик по ее производству. Финская косметика на 80-90% состоит из натуральных компонентов – экстрактов и масел растений, ромашки, огурца, льна, зародышей пшеницы, а также собранных вручную диких арктических ягод – черники, морожки и малины. Всего того, что в Коми в достатке. Бьюти-индустрия в Коми развивается очень быстро. Ежегодно в республике появляются десятки новых брендов, аксессуаров, одежды и косметики. Открываются различные спортивные направления. И даже сейчас, в период западных санкций, предприниматели, которые трудятся в сфере красоты, строят большие планы на будущее. Задел на это уже есть.